Ассаляму алейкум, витаю, хайрлах шамлар, мераба, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Дмитрий Васильев, политический эксперт. Здравствуйте, витаю. Салям алейкум. Алейкум селям. Уважаемые телезрители, вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера будут периодически выводить номера телефонов, поэтому звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Можете нам звонить бесплатно по Вайберу, также можете звонить нам по Скайпу, адрес которого вы также будете видеть на экране вашего телевизора. Вот сейчас как раз вы видите номер телефона +38 073 419 41 58 и адрес нашего скайпа atr.tv. Ну а мы начинаем наш эфир и начинаем с самых актуальных новостей. Выдала желаемое за действительное бывшая псевдопрокурора, а ныне незаконно избранная от временно оккупированного Крыма депутат Наталья Поклонская похвасталась письмом с управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Она обращалась в организацию с обвинениями против Украины. Якобы Украина незаконно оставила крымчан без воды. Ну а Поклонская отныне будет представлять их интересы. И якобы теперь там решили с ней сотрудничество. В украинском МИД это назвали фантазиями самой предательницы, поскольку в письме ООН говорится лишь о необходимости выполнения России своих обязательств как страны-оккупанта, о безрезультатных попытках России получить Днепровскую воду и еще раз обвинить Украину. Далее в сюжете. Нездійсненна місія напоїти півострів. Окупанти перепробували вже безліч способів, як обійтися без Дніпровської води. Передовсім бурять артезіанські свердловини, але це лише близько 44% від необхідності. Втім, вона надто мінералізована і потребує додаткової фільтрації. Та й пустоти в ґрунті заповнює солона вода, яка робить землю непридатною. Ще один варіант – тягнути водогін з Кубані. Його відкинули майже одразу, бо довжина такої труби склала б щонайменше 500 кілометрів, а сам Краснодарський край і так страждає від посух. Опрісняти морську воду надто дорого, та й необхідні західні технології недоступні через санкції. І окупанти вкотре вдалися до політичних прийомів. Листа комісару ООН з прав людини Поклонська написала ще в червні і повідомила, буцімто ООН готова співпрацювати з нею. Более того, мне, как заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим мной уже подготовлен запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Мрії про підтримку з боку ООН розбилися об міжнародне право. Насправді, управління комісара з прав людини лише вказало окупантам на їх місце. Нагадали, що загарбник сам відповідає за окуповану територію, відтак і напувати Крим ті тепер мають самі. І вкотре нагадали, що Крим – це українська територія. Відреагували і в українському МЗС. Заступниця міністра Еміне Джепар назвала це фантазіями окупантів. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Чергова спроба Росії створити ілюзію визнання окупації Криму. Так фантазії Поклонської назвала член Меджлісу Гаяна Юксель. Процедурно в ООН відповідають кожному, хто напише до організації. Втім, для таких випадків треба робити виключення, вважає Юксель, і просто ігнорувати закиди окупаційного режиму. При любой возможности представители оккупационной власти Крыма стараются выдать желаемое за действительное. Причем используют все
даже, казалось бы, такие мелочи, как письма, которые приходят в Крым из европейских стран. К сожалению, в ООН система устроена таким образом, что кто бы туда ни обратился, разную реакцию или ответ получит. Но было бы, конечно же, очень хорошо, чтобы вообще не реагировали на подобные заявления и не использовали международные механизмы для того, чтобы вот таким образом поддерживать оккупантов в Крыму. Владислав Стужук, Заман, АТР. Стоит отметить, что приток воды в питьевые водохранилища оккупированного Россией Крыма практически прекратился. Дело в том, что основные реки, питающие эти водоемы, пересохли. Так, 26 июля пересохла река Кача у села Суворова, а 3 августа то же самое произошло с рекой Альмой, находящейся выше партизанского водохранилища. Затем исчезла вода в реках Черная и Бельбек. Отмечается, что 29 августа впервые в истории наблюдений пересохла и река Тонас. Проблема заключается в том, что в верховьях этих рек на фоне засухи долгое время наблюдался недобор осадков, что привело к понижению уровня воды в каждой из них, а после вода и вовсе исчезла. Из-за засухи в Симферополе и в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов оккупанты ввели подачу воды по графикам. Так, 7 сентября теперь подача воды должна осуществляться по часам. Насколько критической остается ситуация с водой в Крыму, расскажут наши журналисты. Я ждал этого времени, час-два, уже много воды утекло, много воды стекло. И в итоге, что я должен набрать себе на следующий день? С чего я должен пить воду? Брудна, смердюча і та по кілька годин на добу. Так окупаційна влада Криму вирішила обмежити постачання води для людей. В понад 3 десятки населених пунктів центрального Криму її подають за графіком 5 годин зранку і 3 ввечері. Втім, навіть з таким режимом з кранів у кримських оселях тече рідина подекуди брунатного кольору із неприємним запахом. Керівник єдиної компанії водопостачальника окупованого Криму «Вода Криму» Володимир Баженов не приховує. Вода ставатиме дедалі гіршої якості. Качество будет снижаться с каждым днем, потому что чистую воду из водохранилища мы отбираем, а муть в нем остается. Поэтому ил все равно в водохранилище остается, а чистой воды делается все меньше, 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 меньше. Водосховища Криму стрімко міліють з 2014 року, коли окупантам перекрили доступ до Дніпровської води. 8 з 22 водосховищ півострова живляться з Північно-Кримського каналу. Станом на початок літа в них лишалося близько 85 мільйонів кубометрів води, а це лише чверть від місткості сховищ. За даними окупантів, цього б вистачило на 100 днів. Втім, самі погіршують ситуацію. Нескінченне будівництво путінської траси Таврида потребує будматеріалів. Щебінь окупанти видобувають у горах, пісок – в прибережних районах. А це нищить кримську природу, змінює ландшафт. Дрібні водойми зникають, гірські річки, які поповнювали водосховища, пересихають. А тим часом воду намагаються перекидати з Тайганського водосховища до Сімферополя. Вот это вот их операция, которую называют перекачкой из пустого в порожное, это, например, водохранилище Тайган, оттуда продвинули какие-то трубы и закачивают вот в это высохшее русло Симферопольского водохранилища. Вы можете себе представить, сколько воды просачивается в грунт, вот в сухой грунт. Это потеря до 70%. То есть потребителю из того, что перекачали с Тайгана в Симферопольское водохранилище, попадает, в лучшем случае 25-30%. Все остальное просто уходит в грунт. Вот такой вот, я не знаю, как это даже назвать, вот такое бездарное обращение, с водой. Окупаційна влада сама визнає, мережі водопостачання зношені. Зараз, коли більшу частину дня труби заповнює повітря, відновлення водопостачання призводить до аварій. В заполненную воздухом трубу устремляется вода, а дальше, как шприц, вода идет поршнем, сжимает воздух, происходит гидроудар, и наши сети рвет. Вчера на утро по городу Симферополя было 32 порыва.
В усіх проблемах окупанти звикли винуватити Україну. Втім, самі визнають, почався природній посушливий період, який зазвичай триває 1-2 роки. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ну а тем временем президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Правительству будет дано поручение проработать финансирование такого проекта. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе встречи ставленник Кремля в аннексированном Крыму доложил, что в базовом Чернореченском водохранилище из-за засухи снижается уровень воды. По его словам, если будет мало осадков, то в следующем году положение станет очень тяжелым. Проблему могла бы решить переброска части воды из реки Кокос. Отмечается, что российскому бюджету такой проект обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Еще 3,6 миллиарда рублей нужно будет потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Таким образом, всего проект будет стоить 7,4 миллиарда рублей. Это около 3 миллиардов гривен. Василий, скажите, будет ли Путин тратить столько денег для решения проблемы с водой? Путин может тратить большие деньги на любые знаковые проекты. Для него Крым – это один из знаковых проектов. Поэтому если будут бюджеты позволять, он будет это делать. Он будет тратить большие деньги. Другой вопрос, что за те проекты, которые он сейчас вкладывает с большими средствами, я надеюсь, что будут продолжаться санкции, в том числе по аннексии самого Крыма. И бюджета и денег будет все меньше и меньше. Я, кстати, в результате этого несчастного случая для Алексея Навального, которое сегодня наши западные партнеры называют очевидным отравлением, есть инициатива Джо Байдена запретить России достраивать Северный поток-2, а это проект, в который вкладывались огромные деньги. Соответственно, если этого проекта не будет, то, соответственно, у Украины будет больше геополитических возможностей дальше производить необходимое давление и санкциями, и проукраинской западной коалиции против России. Ну а грозит ли, как вы думаете, Херсонской области нападение со стороны Путина? Конечно, грозит. Всей Украине грозит нападение со стороны России. Такое нападение, на самом деле, может произойти в любой момент. Ради возобновления водоснабжения. Вы понимаете, водоснабжение – это очень важный стратегический вопрос на сегодняшний день для Российской Федерации, для Путина лично, как я понимаю. Но для него очевидно, что Крым – это только часть решенного вопроса, потому что он оценивает Украину как исконно русская земля, русского мира, которая должна вернуться обратно в лоно России, и это историческое недоразумение надо решить. Поэтому нападение на Украину возможно в любой момент, поэтому Украина должна готовить свои вооруженные силы, свое общество к тому, что мы должны формировать первое абсолютно осознанное общество сопротивления, которое не даст возможность поглотить Украину Российской Федерации, России. Второе, мы должны формировать наши войска таким образом, чтобы они были максимально подготовлены к любому отпору, а легкой прогулки у российских войск, очевидно, не будет на Украине. И третье, мы должны формировать ту проукраинскую западную коалицию, которая позволит Путину лишний раз очень много думать перед тем, как принять роковое решение. История с водой в Крыму действительно очень сложная, как мы с вами увидели выше. За 6 лет подконтрольными Кремлю власти Крыма не сделали ничего, чтобы избежать дефицита воды. В данном случае может ли Украина обращаться с иском в международные суды против Российской Федерации из-за того, что она довела Крым до такого состояния? Я считаю, это была бы очень правильная международная инициатива. Украина в течение последних 6 лет очень активно работает на фронте вот таких вот исков и подачи заявок в международные суды. И, соответственно, это один из тех вопросов, который может быть поставлен и должен быть поставлен. Потому что это экология, это экологическое состояние земли, которая принадлежит Украине. И очевидно, что оккупационные власти Российской Федерации приводят экологию Крыма в ужасающее состояние. Причем мы говорим экосистема, вода и то, что сейчас было в этом сюжете,
Но кроме этого мы понимаем, потому что очень много информации идет о том, что остров, извините, полуостров милитаризируется. И есть предположение, что даже могут быть туда переброшены какие-то ядерные войска. Если это так, то это нарушение не только экологии и всех вообще международных правил, но это еще очень серьезный вопрос безопасности, который должен сильно интересовать как НАТО, так и все западное мировое сообщество. Дмитрий, у нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем. Алло. 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 Алло, да, добрый вечер. Да, вечер добрый. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Плохо слышу. Алло, слышите нас? Да. Да, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Сам Шерфунов Хайр Уилсон. Селям алейкум. Селям алейкум, Мираба. Меня зовут не Недим, фамилия Халилов. Недим Халилов. Две дипломы, в принципе. Я был выдворен из Крыма в 2016 году в ноябре. Там был в фильтрационных лагерях России, потом вернулся в прошлом году в Украину. Вопрос у меня единственный. Вот все вот эти вот вопросы, которые касаются Крыма, мне одно непонятно. Почему до сих пор Украина не может направить официальное представление в адрес Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении статуса Крыма как национальной территории Крымских татар? Возможно, этот вопрос потом попадет в Совет Безопасности ООН, но для ввода контроля ООН по территории по этой. Но дело в том, что по вопросу мира и безопасности право вето не применяется, насколько я знаю. Поэтому Россия не сможет применить по этому вопросу право вето. Почему на этом заострили внимание на право вето? Объясните, пожалуйста, вот это вот я не могу понять. Почему нет до сих пор представления официальной Украины в адрес Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении Крыма статуса национальной территории Крымских татар? Тогда бы все вопросы бы просто исчезли. И России пришлось оттуда убраться. По себе. Без всяких войн конфликтов, Çok sağ olun. военных столкновений и так далее. Недим Бей, çok sağ olunuz, anladık. Ну, очевидно, что это абсолютно правильная постановка вопроса. Да, готовы ли на это пойти сегодня Украина? Вопрос к Министерству иностранных дел, к нашему министру, очевидно. В том числе к вице-премьеру по евроатлантической интеграции, поскольку это важный международный вопрос. Но давайте себе предположим, что Украина выступила с такой инициативой. Что происходит в Организации Объединенных Наций? Российская Федерация имеет огромное влияние на эту организацию, но, соответственно, в Совете Безопасности ООН право вето. Соответственно, любые подобные инициативы будут буквально на корню вырезаться Российской Федерацией. Поэтому это можно было бы делать. Я считаю, что некий план, некая такая адженда пошаговых действий должна быть продумана сообществом крымских татар в Украине совместно с Министерством иностранных дел и своими представителями в украинском парламенте, уважаемых представителей крымско-татарского народа. Я думаю, что за этим есть и перспектива, и будущее. Ну а что мешает международному сообществу лишить Российскую Федерацию права вето в Совбезе ООН, учитывая, что в своем плебисците, который провела Российская Федерация, они свой закон поставили в приоритет над международным правом? Тогда зачем ей давать право вето в Совбезе ООН? Очень правильный логический вопрос. Но то, что Россия работает и действует, точнее, без правил, не означает, что международное общество может работать без правил. Те установочные законы и процедуры, которые установлены в Организации Объединенных Наций, они достаточно жестко прописаны еще тогда в начале основания этой организации, когда она трансформировалась из Лиги наций в Организацию Объединенных Наций после Второй мировой войны. Очевидно, что сейчас Сталин, Российская Федерация, точнее Советский Союз, который был представлен не только Советским Союзом, а и республиками, в том числе советскими республиками, в том числе Украиной, поставили вопрос очень жестко в формировании всех этих правоустанавливающих документов. Поэтому поменять процедуру международной организации, и в частности ООН, очень сложно. Поэтому это процесс нелегкий, долгий, но я думаю, что этим точно нужно заниматься.
Министерство иностранных дел Украины передало Владимиру Зеленскому концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Об этом в своем твиттер написала первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Она отметила, что в министерстве разработали общую стратегию по деоккупации украинского полуострова. Далее ее цитата. МЗС розробило стратегію деокупації Криму. Створення міжнародної діалогової платформи по Криму, яку ми ініціювали, та концепцію якої передали президенту України, має вивести питання Криму на вищий міжнародний порядок денний. Что должно быть в публичной части документа о стратегии деоккупации? Очень четкая позиция о том, что эта территория незаконно оккупирована Российской Федерацией, о том, что были сфальсифицировано проведение такого народного плебисцита людей, которые проживали в Крыму в тот момент, в 2014 году, что это, очевидно, оккупация России украинской суверенной территории, и о том, что на этой территории Российская Федерация осуществляет массовое нарушение прав человека, в особенности представителей крымско-татарского народа. Я думаю, что вот эти основные ключевые позиции должны быть в этом документе и в цьому порядку денному, про який каже Эмине Джепарова. Но уже прошло 6 лет. Разве было не так мало времени разработать этот документ? Почему так долго его разрабатывали? Что мешало? Хороший вопрос. Но сказать, что Украина сидит сложа руки и не выступает в международные суды, точнее не обращается в международные суды, не выступает в Организации Объединенных Наций, не выступает на ключевых международных Будет площадках. неправильно, конечно. Будет неправильно. Более того, существует очень четкая проукраинская западная коалиция в составе ключевых западных стран и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, которые в самом начале внедрили санкции, четкие специфические санкции, связанные с оккупацией Крыма. Поэтому, сложа руки, Украина не Достаточно ли они, чтобы привести к желаемому результату? Они недостаточно к тому, чтобы привести к результату прямо сегодня и прямо сейчас. И мы, конечно, ощущаем себя абсолютно не то чтобы обманутыми, но, по крайней мере, в состоянии неопределенности, неясности, почему за 6 лет мы мало куда продвинулись. Но если мы посмотрим на историю, то мы понимаем, что история может длиться дольше, чем 6 лет, чем Вторая мировая война, которая длилась также дольше, около 6 лет. История длится и 40-летиями, десятилетиями. Потому что когда мы смотрим на оккупацию балтийских стран и освобождение, когда мы смотрим на оккупацию части Германии и создание несанкционированного государства, которое называлось ГДР, то прошли десятилетия перед тем, как они были освобождены, перед тем, как оккупант в лице Советского Союза освободил эти территории. Поэтому нас ожидает очень долгая история. Это не просто, это сложно. Я четко понимаю, что это связано с жизнью каждого из нас. И жизнь человека, она не такая длинная для того, чтобы ждать десятилетиями. Но если мы говорим о народах и о странах, то это то, на что надо ориентироваться. Надо уметь учиться ждать, но делать все возможное для того, чтобы эти десятилетия прошли как можно быстрее. Ну да, куда просто ждать. Вот 1 сентября, и дети, которые родились в 2014 году, уже пошли в школу. Им уже 6 лет. Ну да, они не знают, что такое Украина, они пошли в школу, они родились при оккупации уже. Очень важно воспитание в семье. Очень важно то, что дети получают в разговорах с родителями, семьями, потому что именно так хранится, оберегается культура. Я думаю, что в особенности крымско-татарский народ, который потерял свою землю в результате преступных действий Сталина и Советского Союза, очень хорошо понимает, как сохранить культуру, язык, понимание истории, того, где корни народа. Я думаю, что это очень важно. Я очень надеюсь, что это происходит и в семьях крымских татар, и украинцев, да и россиян.
которые являются гражданами Украины на территории нашего Крыма. И Минэджипар сообщила, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Об этом, вы помните, говорил и Дмитрий Кулеба на встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине. И мы говорили, собственно, и с вами в этой студии про эту платформу, но вот сейчас разработана уже концепция. Пока что мы не знаем, что именно она предусматривает, но что это может быть? Ну, во-первых, это должен быть очень четко сформулированный той порядок денный, про который говорит именно Джипарова, то есть некая повестка дня, в которой есть четкая позиция. Крым оккупирован Российской Федерацией незаконно. Второе. Есть четкие очевидные нарушения прав человека. Есть целый ряд исков, которые поданы и Украиной, и отдельными гражданами Украины против Российской Федерации за те преступления, которые она совершает в Крыму. И должна быть проработана совместно с нашими международными партнерами повестка дня, которая формирует программу действий. Что мы можем делать в ближайший год, в ближайшие 3 года, в ближайшие десятилетия для того, чтобы территория Крыма была деоккупирована и Российская Федерация оттуда ушла. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что это не такая платформа из серии нормандского формата, да, это платформа более широкая, с участием различных международных организаций, ООН, Европы, ПАСЕ и так далее? Я считаю, что Организация Объединенных Наций обязательно должна быть там. Конечно же, ПАРЕ должно быть там, ПАСЕ. И ОБСЕ вполне возможно также, как та организация, которая может присутствовать в Крыму и в том числе фиксировать и нарушения, которые осуществляет Российская Федерация против отдельных граждан и, в целом, будем говорить, народа. Давайте к следующей теме. Вы уже упоминали историю с Навальным, Алексеем Навальным, и я бы хотела обсудить эту новость с вами. Военные токсикологи установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», утверждают в Кабмине ФРГ. Об этом сказано в сообщении правительства. По словам представителя немецкого Кабмина, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. В связи с этим Берлин призвал Москву объяснить обстоятельства ЧП с оппозиционером. Представитель немецкого правительства заявил, что МИД ФРГ вызовет посла Российской Федерации в Германии для беседы о ситуации с Навальным. Далее цитата. За завданням університетської клініки Шаріте в Берліні лабораторія Бундесверу провела токсикологічні дослідження аналізів Олексія Навального. Так, фахівці однозначно виявили сліди застосування нервово-паралітичної бойової речовини з групи «Новачок». Олексій Навальний був доставлений на лікування в Берлін з ознаками отруєння 22 серпня. Те, що Олексій Навальний став в Росії жертвою атаки хімічними бойовими речовинами – шокуюча подія. Федеральний уряд Німеччини засуджує цей напад найсуворішим чином. Министерство иностранных дел Украины также сделало заявление относительно обнародованных правительством ФРГ результатов анализа проб, взятых у Алексея Навального, свидетельствующих о наличии в них вещества из группы «Новичок». Давайте послушаем цитату нашего ведомства. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком. Что произошло с Навальным? У нас есть два источника информации. Первое – это российские врачи, которые сказали о том, что это было нарушение обмена веществ и панкреатит. А второе, которому, я думаю, что все международное сообщество, в том числе Украина, доверяет намного больше, есть информация, которая действительно ужасает. Потому что эта информация говорит о том, что действительно был человек отравлен, что это, очевидно, политическое отравление. Причем это отравление, которое произошло не без участия государства. Именно поэтому и Ангела Меркель, и
ключевые лидеры европейских стран, Европейского Союза и Америки, ну тот же Джо Байден, о котором мы уже говорили, говорят о том, что сегодня в результате этих исследований и найденного материала из группы «Новичок» этого отравления, но очевидно стоит вопрос и претензии к Российской Федерации, которая должна сделать моментально какие-то заявления. А кто, зачем, кому это выгодно отравить Навального? Давайте еще один момент. Почему это произошло не без участия российского государства? Потому что таким химическим веществом обладает исключительно государство. Оно не может принадлежать там какому-то частному лицу. Такие вещи хранятся в специальных лабораториях Российской Федерации. Ну, то есть государства. Соответственно, если была санкция изъять какую-то часть этого вещества для того, чтобы привезти в Сибирь и тем или другим способом отравить конкретного человека, то есть Навального Алексея, это значит, что было поставлено кем-то из государства Российской Федерации такая задача. Ну, по крайней мере, это очень четкое понимание, исходя из того, что найдено. Но это та же история с Скрипалями. Поэтому возникает вопрос, что происходит в государстве России. Это была постановка задачи от президента Российской Федерации. Это была постановка задачи от какой-то группы влияния, которая находится в системе государственной власти в России. И вопрос для чего? Для того, чтобы выбивать из-под контроля российского президента часть управления ситуацией и страной в самой стране. Либо же это какая-то пошаговка, которая должна привести к чему-то или в Российской Федерации, либо же в международных отношениях, либо же банально отвлечь внимание от тех событий, которые происходят в Беларуси. Вопросов очень много, но главное должно быть заявление от российского руководства. Сегодня президент Лукашенко, президент Беларуси, который находится в Российской Федерации, сделал заявление о том, что все это фейк, и даже есть перехват какого-то разговора между Ангелой Меркель и руководством Европейского Союза, в котором говорится о том, что... Да, мы обсудим еще Беларусь. Я вот хотела вернуться к Северному потоку, который вы уже упоминали несколько раз, и к Соединенным Штатам Америки. Действительно, американцы сразу предложили наказать Российскую Федерацию за жесткое преступление в отношении Алексея Навального и призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение выразил сенатор от республиканской партии. Кстати, Том Коттон, давайте его послушаем. Зупиніть трубопровід «Північний потік-2», щоб притягнути росіян до відповідальності. Коротко, лаконично. И в свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель не спешит отказываться от достройки газопровода, несмотря на четкое определение преступления против Навального как отравление нервно-паралитическим веществом. Меркель почему-то разделяет эти два процесса. И вот что она говорит. Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними. Ну вот как это понимать? Двойные стандарты? Да, это борьба за интересы. Борьба за интересы между западными партнерами, и в частности это Германия и Соединенные Штаты Америки. И очевидно, что в этих интересах принципы права, морали и общечеловеческих подходов могут не применяться. Да? То есть здесь игра намного более циничная. И к сожалению, действительно здесь могут подходы очень отличаться у этих западных партнеров. Поэтому Германия, которая очень сильно ориентируется на реализацию этого проекта, считает его своим важным геополитическим проектом и перспективным с точки зрения диверсификации энергетических поставок в Германию. И, причем не только для Германии, а в том числе и для Европы, потому что Германия оценивает эти поставки как свою перспективу на управление процессами в Европе. И, для того, чтобы становиться все более серьезной силой, влияющей на принятие решений внутри Европы. Соответственно, Германия через этот проект рассчитывает на усиление своей
паневропейской роли и геополитической роли. А Соединенные Штаты очень четко понимают, что с точки зрения геополитического влияния на Российскую Федерацию, на ситуацию в Европе, они должны остановить этот проект. И в этом интересы Соединенных Штатов и Германии, они принципиально расходятся. Но то, что Ангела Меркель делает заявление абсолютно правильное с точки зрения лидера западного мира, одного из лидеров западного мира, по поводу отравления Навального, категорично выступает за то, чтобы Россия сделала моментальные комментарии и говорит о том, что Россия должна понести наказание за осуществленное отравление, то действительно возникает вопрос, а почему в этой ситуации нельзя говорить о каких-то более серьезных санкциях и против экономических проектов Российской Федерации. Давайте подключим сейчас к нашей беседе Михаила Крутихина, эксперта по нефтегазовому рынку из Москвы, который с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Добрый день. Как вам видится вся эта ситуация с отравлением Алексея Навального, с призывами американцев наложить санкции, наказать Российскую Федерацию за жестокое преступление в отношении Навального? Вот то, что Ангела Меркель говорит, что это разные вообще вопросы. Будет ли достроен все-таки Северный поток-2? Ну, давайте все-таки определимся. Северный поток-2 прекратил существование в декабре прошлого года, когда были введены американские санкции против этого проекта. С тех пор никакого движения, никакого шевеления, никаких попыток строить эту трубу не принималось. То есть проект мертвый. Вот когда сейчас его понимают и начинают о нем обсуждать как камень преткновения в отношениях между Германией, Европой и Соединенными Штатами Америки, третья сторона, это все политическая риторика, которая с проектом не есть споры политические, экономические, есть конфликтная ситуация между Европой и Соединенными Штатами. Это бесспорно. Сформулировать это как-то конкретикой очень трудно. И поэтому берут проект, который американцы заблокировали, и делают с этого, это предлог для того, чтобы продолжать политическую возню, вот такую борьбу американцев с европейцами, и конкретно с немцами. То есть в Германии ни копейки не потратили на то, чтобы эту трубу построить. Это целиком «Газпром» и его партнеры, несколько европейских компаний, и российские налогоплательщики. А Германия — это подарок от российского руководства, а американцы вдруг тут помешали. Германия вполне может обойтись без российского газа, который мог бы поступить по этой трубе, но абсолютно никакого влияния на германскую позицию это не оказывает. Еще раз повторюсь, вот вся эта полемика — это чистая пустышка. Мы же понимаем, что Северный поток-2 для Российской Федерации — это политические проекты, он абсолютно не рентабельный. Насколько он убыточен для России? Политическим проектом он был тогда, когда он мог помешать транзиту газа через украинскую территорию. Как только в декабре американцы объявили санкции, стало понятно, что проект он мертвый. Пришлось подписать транзитное соглашение между «Газпромом» и украинской стороной. Значит, все политические цели, которые ставило российское руководство по этому проекту, они провалились полностью, абсолютно. Это больше не политический проект. С точки зрения экономической, те деньги, которые в него уже вложили, они уже в карманах подрядчиков, больших друзей президента Путина, которые прокладывали новый газовый коридор от Ямальского полуострова через всю европейскую часть России до Черного моря и до Балтийского моря, чтобы соединить с этими потоками. Вот деньги уже освоены, они перешли в карманы приятелей Путина. И поэтому экономического никакого значения для России, по какому маршруту гнать газ, по Балтике, где невозможно этот проект достроить, или через Украину. То есть тут, в принципе, экономика никакой роли не играет. Политика провалилась. Экономика никакой роли не играет. И для России, в принципе, если этот проект закроют, то все будут довольны, потому что все свои деньги уже получили. Кроме российских налогоплательщиков, на которых паразитировали эти подрядчики.
Ну а все-таки будет ли «Газпром» пытаться обойти каким-то образом американские санкции, или же уже нет смысла? Ну, посмотрите, скоро уже год, наверное, в декабре исполнится, как эти санкции работают. Все, что делает «Газпром» для того, чтобы якобы обойти санкции, это показуха, которая рассчитана только на одного слушателя или зрителя. Это на российского президента. То есть «Газпромовское» руководство отчитывается перед президентом и говорит: посмотрите, мы сделали все, что возможно. Мы подогнали трубоукладочное судно с Дальнего Востока на Балтику. Мы получили нужные разрешения от Дании. Мы подали в суд на того-то, того-то, того-то. Мы готовы вообще сделать все, что только можно. Но, к сожалению, вы видите, вот тут у нас помехи возникли. Это демонстрация бюрократического усердия. И все, больше это ничего. Все эти усилия гроша ломаного не стоят, потому что практического смысла в них нет никакого. Ну а как же Германия, которая не очень-то и хочет отказываться от «Северного потока-2» и настаивает на том, что все-таки строительство должно быть завершено? А что может сделать Германия? Ну, во-первых, госпожа Меркель и германское правительство, они самостоятельно ничего строить не будут. Это не их вообще дело. А консорциум, который вкладывал деньги в этот проект, и трубоукладочные компании, которые работали, они не по воле германского правительства работали, у них свои собственные интересы. И поэтому все, что говорят в Берлине по поводу «Северного потока», это пустая полемика, рассчитана только на одно, чтобы продемонстрировать всему миру, что Соединенные Штаты вмешиваются не в свое дело. Вот и все. Это предлог. Это не принципиальная цель для германских властей. Спасибо вам большое. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, был с нами на прямой связи. Дмитрий, вы уже упоминали Беларусь, тогда давайте продолжим. В деле отравления Алексея Навального неожиданно в это дело ворвался белорусский диктатор Александр Лукашенко. Сегодня он неожиданно высказался, что радиоэлектронная разведка Беларуси перехватила разговор высокопоставленных лиц Германии и Польши. Лукашенко утверждает, что из этих разговоров становится ясно, что отравление Навального – это фальсификация. Давайте его послушаем. Мы перехватили разговор. До выступления Меркель она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, 2 абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Я вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? Вот вы услышали, что сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Мишустиным. Вот интересно было наблюдать за лицом Мишустина, да, потому что вот он пытался понять, Лукашенко шутит или ересь несет, о чем он говорит. Ну вот что вот эта вот новость, этот детектив, этот перехват спецслужбами Беларуси, переговоры. Интересная формулировка. Радиоэлектронная разведка. Я впервые такое слышу. Радиоэлектронная разведка. Ну вот, наверное, есть такая у Александра Григорьевича Лукашенко. Нет, я думаю, что Александр Григорьевич как опытный манипулятор и информации, и общественного мнения пытается, ну, грубо говоря, свою повестку дня сегодня вести для того, чтобы остаться при власти. Но он единственное, что... или что? Ну, у меня нет оснований доверять Александру Григорьевичу, потому что он только что обманул свой собственный народ, сказал о том, что получил 80% голосов в результате выборов за себя. Но те мониторинги, которые есть там у разных, ну, хоть каких-то общественных организаций Беларуси и людей на месте в Беларуси, говорят о том, что да нет, большинство людей голосовали за Тихановскую. Ну вот про выборы еще поговорим. Вот в Российской Федерации говорят, что если есть такое вот сообщение от Лукашенко, то нужно его учесть. Может ли быть такое, что это все было инспирировано не самим Лукашенко, а где-то в Российской Федерации, таким образом передали через него? Это может быть и так, и так. Все равно как. Александр Григорьевич на самом деле умеет подыгрывать.
Он понимает, что сегодня Российская Федерация попала в очень плохую ситуацию. Плохую, потому что за этим отравлением могут быть санкции, могут быть очень серьезные преследования людей, высокопоставленных людей в Кремле. И он понимает, что в этой ситуации он может подыграть и Путину, и Кремлю, и вообще Российской Федерации через постановку вопроса, который говорит о том, что да нет, Запад предоставляет фейк, это неправда, и на высшем уровне они решили обмануть Российскую Федерацию для того, чтобы потом и тягать на очень коротком поводке. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, ну да, российские партнеры могли попросить Александра Григорьевича сказать какую-то информацию для того, чтобы потом это использовать в своем информационном поле, ну и для того, чтобы не соглашаться, ключевое, не соглашаться с позицией западного мира о том, что Навальный был отравлен. У нас есть телефонный звонок в студию, давайте примем. Алло. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Игорь Степанович Киев. Сначала реплика маленькая. Я не согласен с утверждением уважаемого гостя, что это могло быть отравление с целью отвлечения. Ну, знаете, такими целями это так не бывает. А вопрос у меня такой первый. Может быть, мы часто слышим башни Кремля. Вот это отравление, вот что-то война между башнями Кремля, ваше мнение. И второе, уже возникшее сейчас. Ну, то, что сказал Запад, что вы отравили новичком, это одно. Надо предоставить какие-то документы, то ли исследования лабораторные. Как вы считаете, будет это сделано? Аргументы, а не просто давать возможность этому съехавшему с ума Лукашенку что-то нести в себя. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, мог ли кто-то отравить Алексея Навального из представителей башен Кремля, спрашивает зритель. Ну, очевидно, что там есть, по крайней мере, две группы. Между элитами. По крайней мере, там две группы влияния, которые борются за власть, за принятие решений и за влияние на мнение Владимира Путина и его более лояльное отношение. Поэтому, да, это может быть внутривидовая борьба внутри Кремля. Да, это может быть борьба, которая направлена на то, чтобы ослаблять власть Путина. Здесь можно ожидать чего угодно. Более того, есть серьезное предположение, когда мы возвращаемся в историю к 2014 году и гибели Бориса Немцова, то есть очень сильное, серьезное предположение и как раз подозрение о том, что именно такая внутривидовая борьба, которая сильно работает против того же Рамзана Кадырова внутри Кремля, она как раз осуществила эту диверсию, убийство Немцова для того, чтобы подставить Путина, либо же сделать ему какой-то, такой, знаете, грубо говоря, подарок. Поэтому вполне возможно, что точно такая же ситуация разворачивается и сегодня. Очевидно, что Алексей Навальный – это очень известная личность, это самый известный и бесстрашный оппозиционер в Российской Федерации. Очевидно, что его многие в России называют наш следующий президент. Есть такое определение Алексея Навального. И то, что абсолютно очевидный конкурент существующего президента, так же, как и Борис Немцов был конкурентом. Ну, такой вопрос возникает у зрителей. А почему тогда не довели до конца? Почему не убили? Как это было с Литвиненко? Во-первых, мы же не знаем конечной цели. Да? Во-вторых, мы не знаем, это была четкая цель дестабилизировать человека и лишить его здоровья. Либо же это был эксцесс исполнителя, и исполнитель не совсем качественно, грубо выражаясь, выполнил свою работу. Мы же не знаем этого всего, да? Должно быть следствие, которое может привести к не только поиску ответов на вопрос, но однозначных подтверждений этих ответов. Поэтому здесь все может быть. Но самое главное, то, что сегодня Кремль уже не сможет от этой истории отвердеться так, как это было со Скрипалями. Я думаю, что подтверждения будут. Я думаю, что и дай бог Навальному здоровья, чтобы он
все-таки вышел из комы, и последствия для его здоровья были небольшие, и он смог продолжить свою борьбу, я думаю, что очевидно, он будет обращаться в европейские суды, и очевидно, что он будет искать подтверждений и лабораторных подтверждений, которые будут доказывать о том, что его отравили веществом из группы «Новичок». Ну, если есть такие заявления. И очевидно, что члены его семьи будут делать то же самое. Давайте сейчас к нашей беседе подключим народного депутата Украины из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина. Он с нами сейчас на прямой связи. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот мы сейчас обсуждаем ситуацию в Беларуси, обсуждаем ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Как вам видится все, что происходит с Алексеем Навальным и то, что вот сегодня заявил Лукашенко относительно того, что вот они перехватили, да, там якобы какие-то данные, что это все сфальсифицировано, что его не отравили и так далее? Насправді ми знаємо, наскільки російська пропаганда опрацьовує як російське населення, так і білоруське, українське, яке користається російськими каналами інформації, як офіційними, так і неофіційними. Це спрямовано лише на них. Всі прекрасно розуміють, що фактично ціль вивести Навального з активної політики, отруєння нервово-паралітичними засобами не завжди потребує смерті. Воно наносить просто настільки серйозні ураження, що людина може просто бути не в стані активно займатися політикою, займатися публічною діяльністю. Тобто це все ще треба дочекатися, власне, результатів і лікування. А в даному випадку ми просто розуміємо, що Кремль настільки цинічний, що для нього життя будь-кого, навіть громадянина Росії, навіть відомого публічного громадянина Росії, не є цінністю. І просто потрібно реально оцінювати нашого ворога. Путінська Росія не ставить в ніщо людське життя. Как вы думаете, как сегодня должна реагировать Украина, официальный Киев, на то, что происходит в Беларуси? Признавать, не признавать выборы, которые там прошли? Однозначно ми б мали займати власну позицію, але синхронізуватися з Європейським Союзом. Ми в 2014 році були в дуже подібній ситуації і зверталися до Західного світу не визнавати дії Януковича, допомогти Україні захистити себе під час «Руської весни». І зараз виглядає надзвичайно дивно, коли ми ще досі не зробили офіційну заяву на рівні парламенту. І завтра ніби планується розгляд, але там буде засудження. Знаєте, оце, як ми довго сміялися в 2014 році, глибока стурбованість, але не буде невизнання виборів, не буде заклик провести вибори і тим самим зняти рівень напруги, чого вимагають і до чого закликають наші європейські партнери. Україна займає на офіційному рівні дуже м'яку позицію, занадто м'яку, я б сказав, фактично підігруючи Лукашенку, фактично підігруючи планам Путіна. Ми розуміємо, що зараз, не маючи жодних партнерів на Заході, людина, яка є своїх громадян, яка протидіє їхньому праву на мирне зібрання, Олександр Лукашенко, фактично повністю лягає в обійми. Сьогоднішня заява по Навальному – це ще от того прикладу. Ярослав, вот еще один вопрос, который мы хотим успеть с вами обсудить. Ваш коллега, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Для того, чтобы тот дал свои пояснения по поводу неоднозначных его заявлений, сделанных в интервью сайту «Страна.юа». Напомню, он тогда заявил, что Донбасс нужно наделить особым статусом и объявить всеобщую амнистию. Ну а 1 сентября, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, представители Европейской солидарности требовали его отстранить от трехсторонней контактной группы. Какая позиция по этому вопросу фракции «Голос»?
Наша позиція, що насправді відстороняти треба від посади пана Єрмака, який делегував і Кравчука, і Фокіна у тристоронню контактну групу, тим самим інкорпорувавши в цю структуру фактично російських агентів. Давайте згадаємо, хто такий Вітольд Фокін. Це людина, яка в 90-х роках спричинила революцію на граніті, зокрема тим, що прагнула створити єдину економічну зону з Росією і Білорусі. Тобто ми фактично беремо і в українську частину тристоронньої контактної групи ставимо людину, яка є тотально проросійською. Тому в даному випадку викликання Фокіна – це лише ширма. Викликати треба пана Єрмака і вимагати представити справді інструкції, які надаються Кравчуку, які надаються Фокіну. Тому що при всіх рівнях Фокін не висловлював свою власну позицію. Як би потім від неї не відхрещувався Єрмак, це позиція пана Єрмака. І тому викликати треба не Фокіна, а Єрмака, а відповідно як наслідок треба взагалі розслідувати питання про ймовірну зраду національних інтересів. Ми, до речі, як «Голос» ініціювали створення відповідної тимчасової слідчої комісії у справі так званих вагнерівців. Але вона може розширено працювати і по тому, що взагалі відбувається з тристоронньою контактною групою. Бо таке враження, що вона вже не тристороння, а одностороння просто в сторону Росії. Какова все же вероятность отставки или отстранения Фокина от ТКГ? Воно нічого не змінить. Тобто його, можливо, і відставлять, але ті, хто йому вкладав це в уста, хто йому давав інструкції, вони залишаться в Офісі Президента. Що це змінить в принципі? Мінський формат себе вичерпав. Ми давно вже про це говоримо як фракція «Голос». Нам потрібно шукати формат, який об'єднає і Донбас, і Крим, а не буде роз'єднувати ці два рівнозначні регіони України. Нам потрібен формат, який буде вимагати реінтеграції, а не дискутувати, коли потрібно проводити вибори. Фокін в даному випадку пішак, який просто озвучує незручні тези Офісу Президента. Треба міняти людей, які відповідають за міжнародну політику неофіційно, я маю на увазі не Міністерство закордонних справ, яке усунено фактично від цього процесу, а треба міняти людину в Офісі Президента, який фактично зараз став виконуючий обов'язки президента, особливо в стосунках з Росією, я маю на увазі пана Єрмака. Дуже дякую вам. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Что думаете относительно недвузначных заявлений Витольда Фокина? Они точно не проукраинские заявления, они пророссийские заявления. Сегодня мы слышали комментарий Сергея Гармаша, журналист, который входит в состав тристоронней контактной группы от Украины в качестве представителя Донбасса. И он сказал, что страна ЮЕ немного перекрутила слова Витольда Фокина, потому что Фокин говорил о том, что мы должны амнистировать, например, то есть мы должны амнистировать всех, но не тех, у кого руки по локти в крови. То есть, грубо говоря, сказали всех, но про тех, которые обвиняются в убийствах, то есть их нельзя амнистировать. И что-то похоже по всем остальным заявлениям. Но мне кажется, это просто уже отмазывание позиции Витольда Фокина, потому что, мне кажется, они более четко и предметно заявил президент Кравчук, сказал о том, что это личное мнение Витольда Фокина, и о том, что это ничего общего не имеет с официальными директивами, которые получает ТГК для переговоров в Минске. И он немножко отстранился, сказал, что это не его роль руководителя ТГК. И в Офисе Президента примерно то же самое сказали. Нет, Кравчук сказал, что это все-таки роль того, кто назначал Фокина, определиться с его участием в этой группе, грубо говоря, а это президент. Но от президента мы не слышим ни одного комментария. Минские соглашения исчерпали себя, либо они еще подлежат реанимации? Они неэффективны. Но это единственное, что у нас есть. Это единственное, что готова использовать Российская Федерация в переговорах с Украиной и Западным миром для реализации ключевой идеи – остановки войны на Донбассе. Пока не будет чего-то другого, Минск надо использовать.
Спасибо вам большое. Спасибо Дуже вам. дякую. Дякую Дмитрий Васильев, политический эксперт, был гостем нашей студии. Ну а я с вами не прощаюсь. Буквально на 5 минут мы прерываемся. А далее в этой студии будет член Меджлиса крымско-татарского народа Риза Шевкиев. Не переключайтесь. Коршкенч.